И вот Тимур Юлаев задает вопрос. Добрый вечер. Как вы, Игорь Иванович и Максим, относитесь к возможным будущим к реальному возрождению казачества, как, допустим, и регулярных подразделений пограничных частей и социальной группы? В будущем, я считаю, если в России будет будущее, если оно будет таким, каким мы хотим его видеть, то, конечно, казачество должно быть возрождено. Именно как военнослужилое сословие, именно как пограничное. Не люди, которые с плетюганами, я это нагайкой назвать не могу, ходят по улицам здесь, по городу Москве или там по другим крупным городам, которые несут экологическую или еще какую-то службу, а именно военнослужилое. Не служишь, ты не казак. Причем не служишь там, рыбоохрана не нужна будет государству. На рыбоохрану желающих будет достаточно. Хочешь называться казаком, неси тяжелую военную службу, за это государство тебе будет давать льготы и преимущества. Естественно, огромное количество фольклорных элементов, которые, может быть, действительно являются потомками казаков или хотят, чтобы их такими считали, с этим не согласиться. Ну тогда пусть создают фольклорные коллективы потомков казаков. Почему нет? Это их конституционное право как граждан. А казаками будут считаться и получать право на ношение военной формы, на льготы, на право ношения, допустим, оружия в мирное время на территориях, где это требуется, только люди, которые будут служить. Это нормальное явление, и так было всегда, и так всегда будет. Не будет казачества, будет что-то другое. Какие-то граничары, порубежники. Но это было в Хорватии, это были эти кроаты, граничары. Там в Польше там гайдуки там приграничные, там еще что-то. У нас были казаки. Кстати, и в Польше тоже казаков было более чем достаточно, когда они, до того, как они решили прижать православие на Украине. Собственно говоря, Ивана Сусанин, в отряде, который Ивана Сусанин уничтожил, казаков было больше, чем поляков. Там поляков было раз-два и обчелся. Поэтому мой ответ таков, именно так. Я считаю, что казачество может быть возрождено, но только просеяно через очень жесткое и мелкое сито, нынешние так называемые казаки. И уже, наверное, все-таки на новой экономической основе, поскольку аграрный ты уже не создашь. Ну, может быть, даже и аграрный, но это должны быть именно территории, которые как щитом прикрывают страну. Может быть, это хозяйство и в глубине страны, но люди, из которых вот несут именно казачью службу и несут ее достаточно серьезно там, где она необходима.